Какими были города Крымского ханства? Как на протяжении столетий менялся их облик и расширялись границы? Почему одни довольно быстро достигали расцвета и также быстро переживали эпоху своего заката, другие стабильно развивались, улучшая инфраструктуру, третьи же приобретали особый статус, а четвертые превратились в города-призраки? Прежде чем дать ответ на эти вопросы, стоит обратить внимание на то, что их всех объединяло одно – они сыграли решающую роль в создании и развитии государства. На протяжении своей многовековой истории этот город всегда имел стратегическое значение. Он раскинулся в уютной бухте у подножья горы Митридат между двумя морями. На его долю выпала трудная и интересная судьба. Он стал свидетелем знаменитых событий. В летопись крымских городов он вошел под разными именами. В античные времена его называли Пантикапа, в раннее Средневековье – Боспор, а в период Крымского ханства он был известен как Керич. Сегодня портовый город Керчи является крупным промышленным центром Восточного Крыма. Несмотря на свое выгодное географическое положение, его население не превышает 150 тысяч человек. Но так было не всегда. Его история началась 26 веков назад, и когда-то здесь шумел многолюдный город Пантикапа, более известный в историографии как Пантикапей, столица могущественного государства Боспора Киммерийского. В VIII веке до нашей эры началась эллинская колонизация. На северном побережье Черного моря стали возникать первые города-колонии выходцев из анийских городов Малой Азии. Первоначально это были небольшие поселения, жители которых главным образом занимались обменом товаров с местным населением. Эти поселения быстро росли и довольно скоро превращались в крупные города, культурные и экономические центры, влияние которых распространилось на обширной территории Северного Причерноморья. Одним из таких мегаполисов античности и стал Пантикапей. Город основали выходцы из Милета в конце VII века до нашей эры. Историк Диодор Сицилийский утверждает, что археонактиды стали первой правящей династией города. Представители этой династии находились у власти около 42 лет. Родоначальником династии стал Археонакт, представитель знатного эллинского рода. В начале V века до нашей эры он переселился из Милета в город Пантикапей, а вскоре стал его архонтом, высшим должностным лицом, правителем. Возможно, именно ему пришла идея объединить эллинские города под властью Пантикапея в целях безопасности. Проект был одобрен его окружением, и вскоре после его реализации он объявил себя главой нового государства, которое войдет в историю как Боспорское царство.